Издревле башкиры славились как хорошие охотники. Объектами их охотничьего промысла были тельке, лисица, хома, выдра, тейен, белка и многие другие пушные звери. Башкирская женщина научилась возделывать, обрабатывать пушнину и шить одежду из нее для всей семьи, обувь, верхнюю одежду и шапки. Шила она для всей семьи, для детей, для мужа, для себя. Сегодня хочу показать и рассказать, как я шью женскую башкирскую шапку бурек. Хаумагат, хадарле достар. Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня хочу рассказать и показать, как я шью башкирские женские шапки бурек. Я делаю их четырехклинные. Вот на этом примере хочу показать, как я делаю выкройку одного клина. Измеряю объем своей головы, прибавляю сантиметр на швы и делю на 4 части. У меня получилось 60 сантиметров, и ширина одного клина, соответственно, получилось 15 сантиметров. Далее 15 сантиметров я делю напополам, у меня получилось 7,5. И вверх делаю линию высоты шапки 20 сантиметров. Сантиметр я оставляю припуска. И от этой точки нижней вверх веду 20 сантиметров. Далее, опять же, от начальной точки измеряю 10 сантиметров. И уменьшаю клин на 1 сантиметр. Тут у меня изначально получилось 7,5. Спустя 10 сантиметров клин у меня уже стал на 6,5, на 1 сантиметр меньше. 7,5 я делаю точку первую нижнюю. 6,5 делаю вторую точку. И окончательную точку на высоте нашей шапки. И плавным движением соединяю эти точки. Вот первая точка, дальше пошла вторая, третья. И вторую половину точно так же. 6,5 сантиметров, 7,5 сантиметров. И тут 1 сантиметр на припуск на швы. Таким образом мы выкроили один клин для шапки. Берем клин и выкраиваем 4 таких клина. Я беру подкладочный материал. Это будет у меня внутренняя часть шапки. Вот видите, я приложила клин, вырезала 4 клина. Но для подкладочного материала к этому клину мы делаем припуск еще полсантиметра с боков. Полсантиметра здесь, полсантиметра здесь. Получается, этот клин у нас увеличился еще на сантиметр, по полсантиметра по бокам. Это обязательное условие. Итак, я выкроила с подкладочного материала внутреннюю сторону шапки. Далее я взяла плюш, выкроила уже верх шапки тоже. Без всякого припуска я уже выкроила 4 клина, плюшевый материал. Получился верх шапки с плюшевого материала. Далее мы выворачиваем подкладочный материал, низ шапки, натягиваем на банку. Это все я вам показываю так, как я шью сама. Далее сверху мы одеваем уже верх шапки, плюшевую выкройку. Одеваем, стягиваем,
чтобы у нас тут все было ровненько, красиво. Стягиваем. Стараемся, чтобы швы совпадали с нижней и верхней частью шапки. Далее я беру шапку, выкройки. Их надо соединить. Нижнюю часть загибаем вовнутрь и верхнюю часть загибаем вовнутрь. И их аккуратненько соединяем. Соединяем пока вручную. На машинке ничего не прошиваем, чтобы было удобно шить. Обязательно прошиваем вручную, наживуливаем. Вот нижнюю часть, верхнюю часть и соединяем. Вот шов у меня, вот шов. Соединяем. Таким образом мы отшиваем, пришиваем всю заготовку. Затем к этой уже почти готовой шапке мы пришиваем мех. Вот я приготовила такой мех. Вот таким образом берем нижнюю часть меха, поворачиваем ее аккуратненько, освобождаем эту часть пришиваемую от меха и аккуратненько вот так выворачивая, пришиваем сюда к основанию шапки. Тоже стараемся, если есть шов, стараемся шов, чтобы был. Далее, вот она, если нижнюю часть ее всю пришили, далее мы берем и начинаем пришивать шапку уже с верхней стороны. Здесь пришиваем, туда пришиваем. И если мех большой, я не отрезаю, оставляю как есть. Даже для женской шапки. Такие хвостики оставляю. Могу иногда их вот сюда вот так загнуть. А могу вот просто так их оставить. Эту красоту я не обрезаю. Вот у нас получилась вот такая женская шапка. Мы каждый раз ее натягиваем, чтобы было пришито аккуратно. Все руками поддерживаем. И все. И вот у нас получается вот такая шапка. Это шапка женская. Мужскую шапку я шью по-другому.